эфире игра «Ума Палата». Великая Отечественная война длилась долгих 1418 дней и ночей. Миллионы раненых и погибших, разрушенные и стертые с лица земли города. К 80-летию Великой Победы телевикторина «Ума Палата» подготовила тест об истории Великой Отечественной войны. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Сколько звезд Героя Советского Союза было у летчика Александра Покрышкина? Как в народе назвали приказ номер 227 от 28 июля 1942 года. Обо всем этом и многом другом в сегодняшней игре. А пока познакомимся с нашими следующими игроками. Игроки, представьтесь. Всем здравствуйте, меня зовут Попов Никита, я являюсь юноармейцем Дома юнармии города Якутска, а также активистом Молодежки Народного фронта Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, меня зовут Мальцева Алина, я ученица 10 класса СОШ номер 3, являюсь юноармейцем города Якутска. Ваша команда называется? Барс. Принято. Здравствуйте, меня зовут Розакова Гюзель, я ученица Мартинской школы номер 1. Здравствуйте, меня зовут Курбанов Тимур, ученик 9 класса 13 школы. Команда «Искра». Гюзель, я знаю, что в этом году вы сдаете ЕГЭ по истории. А какой ваш любимый период в ней? Все верно. Больше всего мне нравится период дворцовых переворотов. А почему? Потому что в дворцовых переворотах очень много интриг, заговоров, и можно в лучшей степени изучить именно общество того времени. Принято. Тимур, что вы знаете об истории Великой Отечественной войны? Может быть, в ней принимал участие, предположим, ваш дедушка? В Великой Отечественной войне принимал участие мой прадедушка Попов Николай Николаевич. Родился он в 1902 году в селе Ситте Кобяйского района. Призван он был в 1942 году. Кавалер ордена Красная Звезда, награжден медалями за взятие Кёнигсберга, за боевые заслуги, за победу над Германией. Демобилизован в 1946 году. Спасибо. Никита, вы, наверное, самый известный юноармеец в Якутске. О вас писали, что вы спасли человека. Расскажите вкратце, что именно вы сделали. Услышал крики о помощи, подошел к месту происшествия. При первичном осмотре, получается, обнаружил артериальное кровотечение, наложил жгут, тем самым спас человека. Это достойно самых высоких похвал. Кем вы себя видите в будущем? В будущем я поступаю в воздушно-десантные войска, в училище воздушно-десантных войск. Алина, а кем вы себя видите в будущем? Запланировали ли вы поступление, может быть? Чем собираетесь связать свою профессию? Я собираюсь связать свою профессию с математикой, скорее всего, стану инженером. Отлично. Ну что же, игра покажет, сможете ли вы сегодня выиграть 100 тысяч рублей. Главный приз игры «Ума Палата», верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Искра, вы будете отвечать первыми, верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет команда, набравшая наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го тура. Проигравшая команда покинет игру. Первый раунд длится 2 минуты. Команда отвечает по очереди. Первый начинает Искра. Итак, первый раунд. Искра, как называлось наше государство во время Великой Отечественной войны? Советский Союз. Верно. Барс, сколько лет сражались советские войска против фашизма? 4 года. Верно. Искра, в части какой войны была Великая Отечественная война? Второй мировой. Верно. Барс, назовите имя верховного главнокомандующего вооруженными силами в годы Великой Отечественной войны. Сталин. Верно. Искра, какую годовщину окончания войны мы празднуем в 2025 году? 80-летие. Верно. Барс, что означают цвета георгиевской ленты? Пламя и дым. Верно. Искра, чем славились брянские леса во время войны? Своими партизанами. Верно. Барс, в 1943 году произошла первая переломная битва, которая сменила ход войны. Назовите город, под которым она была. Севастополь. Курск. Искра, в каком году был взят главный город фашистов Берлин? В 45-м. Верно. Барс, дорога жизни проходила по льду
Под постоянными обстрелами немцев назовите город, который смог выстоять благодаря этому пути. Ленинград. Верно. Искра, где был установлен флаг Победы? Над Рейхстагом. Верно. Барс, кого назвали сыновьями полка? Детей. Детей, которые сражались со взрослыми. Искра, каких полководцев считают маршалами Победы? Назовите хотя бы 3 фамилии. Жуков, Конев, Рокоссовский. Принято. Барс, назовите песню «Гимн Великой Отечественной войны». Священная война. Верно. Искра, назовите военные песни, которые поднимали дух советских солдат. Катюша, Землян. Принято. Барс, где установлен монумент женщины высотой 85 метров, который считается самым высоким в Европе? Нет. Пропустим. Родина-мать зовет Волгоград. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Я задал 16 вопросов, при этом Барс дали 5 правильных ответов, а Искра 8. Барс, пока что вы уступаете своим соперникам. Что мешает вам опередить их? Ну, вот Родина-мать, мы знали, что статуя Родина-мать, просто мы забыли, в каком городе она установлена. Отлично, принято, да. Действительно, Волгоград. Вопрос не по игре. Никита, что означают ваши медали? Мы видим их великое множество у каждого из вас. За что они даются? За любовь к родине. Отлично. Это весьма патриотичный ответ. А если конкретизировать и назвать предметно, за какие заслуги? Допустим. За можно заслуги получить перед медаль. Юнармией и перед Республикой Саха-Якутия. Хорошо. Искра, вы отвечали первыми. У вас 8 правильных ответов. Вы получаете преимущество, тоже будете отвечать первыми. Что помогает вам работать слаженно? Может быть, вы дружны? Наверное, это знание о войне, и поэтому мы справляемся. Отлично, и поддерживаете друг друга. Это похвально. Ну что же, будем двигаться дальше. Искра, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первыми во втором раунде, который также длится 2 минуты. Переход хода осуществляется после первой ошибки команды. Это означает, что команда, дающая правильные ответы, не оставляет оппоненту ни единого шанса. Искра, какое государство развязало Вторую мировую войну? Германия. Верно. Искра, кто стоял во главе фашистской Италии? Муссолини. Верно. Искра, во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 назвали «Катюшей». Как назвали автомат ППШ? Пулемет Шпагин. Папашей. Барс. Как назвался немецкий тяжелый танк с непробиваемой броней во время Великой Отечественной войны? Дора. Тигр. Искра. На захват какого города немцам потребовалось 250 дней, а русским для освобождения хватило всего 5 дней? Севастополь. Верно. Искра. Какой предмет формы был сожжен вместе с вражескими знаменами на параде Победы в 1945 году? Перчатки. Верно. Искра. Первый русский город, освобожденный от немцев. Ельня. Верно. Искра. Что использовали из-за нехватки оружия вместо танков во время обороны Одессы? Тракторы. Переоборудование. Верно. Искра, назовите первую женщину-героя Советского Союза, юную партизанку и разведчицу. Зоика Смедемьянская. Верно. Искра. За форсирование какой реки 2438 воинов получили звание Героя Советского Союза? Днепр. Верно. Искра. Чтобы завоевать этот город, советские войска применили для ослепления врага 140 прожекторов. Назовите город. Берлин. Верно. Искра. Когда было водружено знамя победы над Рейхстагом в Берлине? В 1945 году, 8 мая. 30 апреля. Будем считать правильным. Искра. Что нужно было сделать летчику, чтобы стать обладателем ордена Отечественной войны? Сбить 2 вражеских самолета. Верно. Искра. Кто из военачальников, окончив духовное училище, стал военнослужащим и дважды удостоился ордена Победа? Василевский. Верно. Искра. Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 июня 1945 года? Парад Победы. Верно. Искра. Сколько городов-героев? 12. 12. Верно. По льду какого озера проходила дорога жизни, проложенная для снабжения блокадного Ленинграда? Ладога. Верно. Искра. Какой из отечественных танков стал легендой Второй мировой войны? Т-34. Верно. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За его время я задал вам 18 вопросов, при этом Барс дали 0 ответов. Искра 15. Барс.
Видимо, это правило второго раунда, о которых я сообщал вам в начале, что команда, которая дает всегда правильные ответы, действительно не оставляет шанса оппонентам. Так оно и случилось. Хотя однажды все-таки возможность перехватить знамя победы у вас было, но вы дали неверный ответ. И снова право ответа вернулось команде «Искра», чем они, собственно говоря, и воспользовались. Что вы можете сказать на прощание, потому что мы сейчас будем действительно вас провожать. Ну, болеем за наших товарищей. В любом случае, они наши товарищи. Вот, будем держать за них кулачки, чтобы они вышли в финал и выиграли главный приз. Прекрасные пожелания. Мы рады, что своим присутствием, героическим, патриотичным, вы скрасили нашу игру. Мы желаем вам успехов на выбранном поприще, удачи в поступлении. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Искра. Отвечал всегда Тимур, но я слышал, что друг, товарищ всегда была рядом и подсказывала ответы. Можете ли вы сейчас поделиться секретом, кто из вас все-таки больше оказался подготовленный, кто знал больше правильных ответов, хотя в команде вы, несомненно, давали эти правильные ответы вместе? Я думаю, что больше знаю я, просто я очень волнуюсь и не умею отвечать прям так быстро. И поэтому я ему подсказываю, он уже отвечает. Ну, поэтому вот мы работаем в паре, не по одному. Отлично. Одна голова хорошо, две еще лучше. Ну что же, Искра. Ровно 1 минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, а что-то мне подсказывает, что вы уже это сделали, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» — это 100 000 рублей. Я сообщаю вам, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. В каком городе Германии проходил суд над главными фашистскими преступниками? Нюрнберг. Верно. Какую награду во время Великой Отечественной войны называют высшим солдатским орденом? Красная звезда. Орден славы. Как называлась операция «Партизан» по подрыву вражеских эшелонов? Рельсовая война. Верно. Где проходила встреча лидеров антигитлеровской коалиции, на которой было принято решение о послевоенном устройстве Германии в Потсдаме, в Женеве, в Ялте? В Ялте. Верно. Кто из лидеров антигитлеровской коалиции не дожил до окончания войны, скончавшись 12 апреля 1945 года? Рузвельт. Верно. Какое имя носило уникальное сверхтяжелое железнодорожное артиллерийское орудие германской армии, которое использовалось только при обороне Севастополя? Дора. Верно. Какой из пулеметов, активно использовавшийся Красной армией к началу войны, уже был сильно устаревшим? ППШ. Пулемет «Максима». Сколько германских знамен было брошено к ступеням мавзолея на параде Победы? 100. 200. Время вышло. За время третьего раунда я задал вам 8 вопросов, при этом вы дали 5 правильных ответов. И всего у вас 28 правильных ответов. Это абсолютный рекорд за 2 сезона игры «Ума Палата». Удалось этого достичь в том числе, потому что вас было двое, и вы работали в едином порыве, в единой команде. Можете сказать что-нибудь на прощание нашим телезрителям? Поздравляю с 80-летием победы в Великой Отечественной войне! Команда «Искра», спасибо вам за игру. В последнем решающем раунде вы пополнили и даже переполнили копилку правильных ответов. У вас 28, поэтому мы вас будем ждать в следующем раунде. Спасибо за игру. С праздником. До свидания. Это игра «Ума Палата». Не буду скрывать, что юноармейцы отряда «Городской патруль» города Якутска приятно удивили нас. Посмотрим, как проявят себя следующие игроки. Не переключайтесь. Это игра «Ума Палата». Молодых людей часто ругают за незнание истории своей родины. Но и те, кто ругают, нередко не могут ответить на элементарные вопросы об истории Великой Отечественной войны. Какие потери понес Советский Союз? Сколько длились самые масштабные сражения и кто командовал парадом Победы? Проверим, что вы знаете об истории Великой Отечественной войны. Пока познакомимся с очередными игроками. Игроки, представьтесь. Меня зовут Королев Игорь, я студент 2-го курса филологического факультета СВФУ. Меня зовут Исеев Максим, я ученик 10 класса СУНЦ университетского лицея СВФУ. Максим, как вы учитесь в лицее? Учусь хорошо. Хорошо, это значит что? Какие оценки? 4 и 5. Какой предмет в школе вам дается лучше всего? Лучше всего мне дается английский и литература. Весьма похвально. Игорь, сегодня будут вопросы из истории Великой Отечественной войны. Это ваша сильная сторона
знания? Я думаю, что да. Какое литературное произведение вы, как студент-филолог, могли бы порекомендовать нашим телезрителям о войне? Я бы мог порекомендовать рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Почему такой выбор? Это очень сильное произведение о герое Великой Отечественной войны, поэтому, я думаю, его будет полезно почитать всем. Принято. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Игорь, удача на вашей стороне. Вы будете отвечать первым. Верните шар на место, и мы будем начинать. Теперь правила. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым отвечает Игорь. Итак, первый раунд. Игорь, назовите дату начала Великой Отечественной войны. А, Игорь? Я не знаю. Пас. Максим, за 3 недели до вторжения фашистов в нашу страну советский разведчик передал в Москву, что война начнется 22 июня. Кто был этим разведчиком? Рихард Зорге. Верно. Игорь, как назывался план вторжения в СССР? Пас. План Барбаросса. Максим, кто из полководцев подписал акт о капитуляции Германии? Пас. Георгий Жуков. Игорь, стихи этой песни были напечатаны на 3-й день войны, 24 июня 1941 года. О какой песне идет речь? Священная война. Верно. Максим, сколько дней продолжалась героическая оборона Ленинграда? Пас. 900. Игорь, по льду какого озера проходила дорога жизни, проложенная для снабжения блокадного Ленинграда? Нева. Ладожская. Максим, что такое в военном деле свинья и клещи? Порядок обороны. Верно. Игорь, какую военную операцию немецко-фашистское командование назвало операцией «Тайфун»? Пас. Наступление на Москву. Максим, в каком городе можно посетить Мамаев курган, на котором расположен памятник ансамбль героям Сталинградской битвы? Петербург. Волгоград. Игорь, чей голос звучал по всесоюзному радио, повещая о начале Великой Отечественной войны? Диктора Левитана. Верно. Максим, назовите город-герой, который ни разу за всю историю своего существования не был захвачен вражескими войсками. Ленинград. Верно. Игорь, этими словами стала называться любая сводка с фронта. Назовите эти слова. Наше дело правое, победа будет за нами. Враг. Верно. Максим, сколько длилась героическая оборона Севастополя? Больше 2 месяцев. 250 дней. Игорь, как называлась операция советских войск по освобождению Белоруссии? Пас. Багратион. Время вышло. Первый раунд завершен. За время его игры я задал вам 16 вопросов. При этом Игорь дал 3 правильных ответа. Максим также 3. Равенство правильных ответов. Это означает, что объявляется дополнительный раунд. Правила его просты. На вопросы вы отвечаете по очереди до первой ошибки по принципу пенальти. По преимущественному праву ответа в первом раунде первым будет отвечать Игорь. Итак, дополнительный раунд. Игорь, назовите имя героини советской поэтессы Маргариты Алигер, которой принадлежат эти слова. Граждане, не стойте, не смотрите. Я живая, голос мой звучит. Убивайте их, травите, жгите. Я умру, но правда победит. Зоя Космодемьянская. Это правильный ответ. Максим. 14-летний белорусский партизан, герой Советского Союза, участвовал во многих боях и неизменно проявлял мужество и отвагу. В своем последнем бою, когда у него осталась одна граната, подорвал себя вместе с фашистами, чтобы не попасть в плен. О ком идет речь? Пас. Это Марат Козей. Дополнительный раунд завершен. По его результатам Игорь получил преимущественное право ответа во втором раунде, который также длится 2 минуты.
Переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий правильный ответ, не оставляет оппоненту ни единого шанса. Игорь, для чего в годы Великой Отечественной войны артисты Якутского драмтеатра собрали 1058 300 рублей и передали их в Госбанк СССР? Для строительства танка. Верно. Игорь, какое имя носил этот танк Т-34? Нюргун, Балатур, стремитель. Верно. Игорь, назовите самое крупное танковое сражение в истории, имевшее место во время Великой Отечественной войны. Пас. Курская битва. Максим, назовите крепость, которая героически оборонялась с 22 июня до 20-х годов, чисел июля 1941 года в тылу немецких войск. Пас. Брестская крепость. Игорь, как назывался кинофильм по сценарию Симонова, посвященный героям обороны Брестской крепости? Пас. Бессмертный гарнизон. Максим, как называлось здание, на крыше которого советские солдаты водрузили Знамя Победы? Пас. Рейхстаг. Игорь, сколько месяцев длилась героическая оборона Одессы? Более 2 месяцев. 70. Верно. Игорь, кому из женщин первой было присвоено звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны? Зоя Космодемьянская. Верно. Игорь, назовите татарского поэта, Героя Советского Союза, погибшего в фашистской тюрьме 1944 года. Муса Джалиль. Верно. Игорь, сколько месяцев длилась в 1941 году оборона Киева? Более 2 месяцев также. Верно. Город-герой, который трижды менял свое название. Сталинград. Волгоград. Было и название Царицыны, Сталинград. Максим, назовите... Игорь, назовите пионеров Героя Советского Союза. Валя Котик, Леня Голиков. Принято. Чем знаменателен Игорь в истории белорусского народа 3 июля? В этот день освобожден был Минск. Верно. Игорь, перед битвой немецкое командование сосредоточило силы из бронетанковых дивизий, в частности, танками «Тигр» и «Пантера». Что это за битва? Курская. Верно. Игорь, назовите трижды Героя Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Пас. Покрышкин, Кожедуб, Буденный. Максим. Какая победа советской армии была впервые отмечена салютом в Москве? Освобождение Орла и Белгорода. Верно. Максим, назовите юного героя Брестской крепости, которого назвали советским Гаврошем. Петя. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За его время я задал вам 17 вопросов. При этом Максим дал 2 правильных ответа, а Игорь 10. Максим, 2 правильных ответа. Видимо, момент удачи здесь сыграл злую шутку. Все время отвечал практически Игорь, за что и получил такое количество правильных ответов. Были ли вопросы, на которые вы знали ответы, но отвечал по праву Игорь? Ну да, честно говоря, на вопросы, которые отвечал Игорь, на большинство из них я знал правильный ответ. Я абсолютно уверен в этом, потому что мы пригласили вас не просто так. Мы наслышаны, что вы стали призером нескольких региональных олимпиад. Похвастайтесь, какие это предметы. Я победитель регионального этапа олимпиад по английскому, французскому, МХК и призер олимпиады по литературе. То есть это целых 4 предмета, и где-то вы даже не просто призер, а даже победитель. Это весьма похвально. Мы можем очевидно сказать телезрителям, что мы вас явно увидим и дальше на экранах, потому что вы также будете принимать участие в телевизионной олимпиаде «Умники и умницы». Верно? Да. Ну что же, желаем вам удачи. Мы абсолютно уверены в том, что у вас все впереди. Пока что, видимо, останется играть студент 2-го курса, с которым вас в том числе разделяет и несколько лет. Поэтому не стыдно проиграть. Максим, тем более с вашими заслугами, вы большой молодец. Что-то хотите сказать на прощание? Хочу пожелать удачи Игорю. Ну и в целом для меня это был очень интересный опыт. Я, наверное, впервые участвую в такой интеллектуальной передаче. Ну и в целом я надеюсь, что я в дальнейшем также буду участвовать в подобных проектах. Спасибо вам за игру. Она была неплохая. Вы большой молодец. До свидания. До свидания. Игорь, ровно 1 минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата». Это 100 000 рублей. Я сообщаю вам и напоминаю телезрителям, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза, автор книг «Познать себя в бою», «Крылья», «Истребители неба войны», «Назовите этого человека». Пас. Покрышкин. Его название состоит из сокращенного имени мальчика, множество сокращенных имен девочек, полное имя которых название Жилис Аполлон. Назовите этот город-герой. Пас. Севастополь. Что во время Великой Отечественной войны фронтовики назвали карманной артиллерией? Ручные гранаты. Верно. На высоком постаменте в Киеве увековечен неутомимый труженик войны с символическим номером 1418, что означает цифры номера.
Количество дней Великой Отечественной войны. Верно. Во многих партизанских отрядах войны, идя на задание, надевали лапти. Назовите животных, с которых они делали. Собаки. Верно. 9 мая автомобильные бренды Audi, Mercedes, Volkswagen, Opel и BMW делают большие скидки и подарки покупателям. Назовите причину. Эти марки машин немецкие. Верно. В мае 1995 года состоялся автопробег по маршруту Нижний Новгород, Москва, посвященный Великой Отечественной войне, в котором приняли участие автомобили только одной марки. Назовите. Победа. Верно. В честь какого советского героя города названа площадь в Париже как память о Великой Отечественной войне над фашизмом? Сталинград. Верно. Время вышло. Игорь, за время третьего раунда я задал вам 8 вопросов. Вы дали 6 правильных ответов. Общий счет составил 19 правильных ответов. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, поэтому покидаете нашу игру. Что-то хотите сказать на прощание? Да, я благодарю вас за возможность участия, поэтому да. Спасибо вам, нам тоже было интересно с вами поиграть. До свидания. Это игра «Ума палата». Что ж, нельзя утверждать, что современная молодежь не знает истории своей родины и что она путает Суворова с Жуковым. Это весьма похвально. Ну, а я с вами прощаюсь, как всегда, до следующей недели.